Всемирные игры кочевников в Казахстане в самом разгаре. Разумеется, там выступают наши башкирские спортсмены. И давайте об этом поговорим сегодня. Какие у нас результаты? На прямой связи со студией прямо из Астаны Альфия Алимгужина, тренер сборной России по борьбе на поясах. Альфия, здравствуйте. Как меня слышно? Доброе утро. Я вас прекрасно слышу. Все хорошо. Альфия, расскажите, какие результаты есть к этому моменту? Вообще, сколько соревнований прошло? По сегодняшнему дню у нас, получается, прошли соревнования по казахской борьбе. 2 дня ребята боролись за медали. Наша именно сборная России выступила хорошо, но в составе сборной России Республика Башкортостан показала хороший результат. У нас, получается, 2 серебра и 3 бронзы. Я правильно понимаю, что спортсмены выступают в разных видах борьбы? Вот вы говорите в казахской, да, еще, верно? Вы знаете, мне кажется, народ Республики Башкортостан и спортсмены Республики Башкортостан настолько уникальные борцы, что мы можем выступать по разным видам спорта. Мы вчера выступали, да, для нас новый вид спорта, как казахская борьба. Сегодня мы уже более-менее выступаем по борьбе на поясах, где нужно держаться за наш любимый пояс. И сегодня будем как раз первый день соревнований. Как вообще вот к новому, вот вы сами говорите, что это новый вид борьбы для спортсменов, и как удалось вообще приноровиться для того, чтобы вот получилось, да еще и завоевали награды, я правильно понимаю? Да, мы принесли медали сборной России и в нашу любимую республику. Я только могу восхищаться и нашими ребятами за их трудолюбие и то, что они умеют так коммуницировать в другие виды спорта. Расскажите, вот можете рассказать, кто стал обладателем медалей? В первый день у нас, получается, серебро заняла Алена Фатыхова, бронзу заняла Камила Зулькарнаева. Она, кстати, вернулась в большой спорт после рождения дочери. Это жена, сейчас супруга нашего знаменитого борца Артура Зулькарнаева, 11-кратного чемпиона мира. Вот она 3-й стала. Сегодня она также будет бороться. Во второй день у нас, получается, 2-е место заняла Алина Пухова и Замират Кусаева. 3-й стала, и 3-м стал Виталий Балянов. И, насколько я понимаю, впереди еще сколько дней соревнований? Даже сегодня, по-моему, да, идет борьба? У нас, да, вот как раз вы можете заметить, что как раз 3 ковра сейчас идет борьба именно за медали. Сегодня у нас будет очень насыщенный день, и вы можете нам пожелать удачи. Конечно, мы за вас держим кулаки. Расскажите, вот насколько серьезна конкуренция, сколько стран? Вы знаете, получается, очень много стран. Сейчас, честно вам не скажу, но здесь как мини-олимпийские игры. Настолько все здорово, все насыщенно, что каждый спортсмен с каждой республики, страны приехали все сильнейшие. Если я не ошибаюсь, более 2000 участников именно здесь, в Астане. И конкуренция сильная, довольно-таки сильная, потому что очень хороший призовой фонд. Всемирные игры кочевников успеваете? Ну, наверное, вы сейчас целиком и полностью в борцовском зале. Не успеваете посмотреть на другие виды спорта? Как вообще наши там выступают? Вы знаете, да, я 3 дня в зале, и как не только я, наши ребята тоже. Но мы встречаемся, мы живем все в одном отеле, мы встречаемся с нашими ребятами с других видов спорта, мы все общаемся, все друг друга поддерживаем. Завтра у нас будет возможность, мы уже, получается, сможем спокойно поехать на другие соревнования и поддержать наших ребят. Ну и в целом мы видели, что была очень большая церемония открытия Всемирных игр кочевников. И вот вы сами говорите, что это как мини-олимпийские игры. Настолько вот все масштабно.
Да, на самом деле все масштабно, включая мы как только сошли с трапа самолета, нас очень тепло и радушно приняли, везде огромное сопровождение, все здорово. Я восхищена, конечно, организацией и вообще приемом наших друзей, которые организовали эти мероприятия. Сколько еще соревновательных дней впереди, в каких видах? Я имею в виду именно борьба на поясах. Борьба на поясах у нас сегодня у нас крайний день, и мы можем отдыхать и уже спокойно смотреть, болеть других ребят. Вообще вот задачи, которые ставили перед этими соревнованиями, выполняются, удается их достичь? Вы знаете, у нас перед открытием, наверное, первый же день, наш министр спорта Республики Башкортостан всех собрал, пожелал нам удачи. Это довольно-таки очень сильно зарядил нас энергией. И сейчас мы только за медали, потому что здесь, понимаете, здесь мы не боремся за себя, мы боремся за Россию. И от нас зависит медальный зачет. И мы каждое утро это проговариваем. Ну, а вообще, Альфия, вы еще не так давно, можно сказать, да, вот как мне кажется, завершили именно спортивную карьеру спортсменки. Сейчас вы тренер, причем не только сборной республики, но и сборной России. Вот как удается воодушевлять спортсменов, я имею в виду, ну, особенно на таких крупных соревнованиях? Я понимаю, что вы сама очень харизматичный человек. Спасибо за комплименты. Вы знаете, у нас есть одна особенность у нашей именно команды Республики Башкортостан. Мы очень дружные. И мы друг друга все поддерживаем. И поддержать команду, наверное, особенно я женский тренер. У меня есть свои, конечно, секреты. Рассказывать их не буду, но могу только я похвалиться, что у нас очень крутая команда, благодаря нашему президенту Федерации борьбы на поясах Зиакаеву Рустаму Ильгамовичу. И здесь он настолько сплотил, что вот именно и настрой, боевой дух зависит тоже от этого. Альфия, спасибо вам огромное. Отдельное спасибо за то, что по ходу соревнований, несмотря на все суеверия, да, вы все равно уделили нам время, пообщались с нами. Нам было очень важно пообщаться именно как выступают наши борцы, потому что я вижу по вашим статусам в социальных сетях, что у нас есть награды. Но вот Рустам Зиакаев, руководитель федерации, он пока очень осторожен в интервью, и он мне говорил, что давайте мы поговорим после соревнований. Но вам за это отдельное спасибо, что вы нас держите в курсе, что вы поделились с нами новостями и с таким положительным настроем. Спасибо вам огромное, Альфия. Удачи, успехов, побед. Спасибо. Все, всем до свидания. Всего доброго. На прямой связи со студией из Астаны, где проходят всемирные игры кочевников, была Альфия Алимгужина. Это тренер сборной России по борьбе на поясах, уроженка Стерлитамака, которая не раз становилась сама чемпионкой мира, победительницей международных соревнований по борьбе на поясах. И вот теперь наш тренер сейчас помогает башкирским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Сегодня заключительный день всемирных игр кочевников для борьбы на поясах. И будем уже в конце дня узнавать, какие результаты, какие успехи есть у наших спортсменов. Спасибо, что были с нами.